Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. У рая есть свой уникальный ключик, который открывает врата рая. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из своих советов, изречений говорит, дает каждому из нас возможность приобрести этот ключик. В одном из хадисов пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе говорит: «Ла тадхулуль джанна хатта ту'мину». Вы не войдете в рай, пока не уверуете. «Валя ту'мину хатта тахаббу». И ваша вера не будет полной, полноценной, пока ваше сердце не заполнится любовью. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, тут же задает вопрос своим ученикам и каждому из нас. «Афаля адуллюкум аля шайин ин фаальтумуху тахаббабтум». Хотите, я вам укажу на то действие, то деяние, выполнив которое вы тахаббабтум, полюбите. Полюбите, и вследствие вашей веры станет полноценной, полной. Сахабы, ученики пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, тут же все воскликнули: «Наам, я Расуллах». Конечно, мы хотим всецело, всем сердцем узнать, что за деяние, что же это за деяние, которое нас приблизит настолько ко Всевышнему и сделает нас из обитателей рая. На что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: «Афшу саляма бейнакум». Распространяйте салям. Или, по-другому сказать, творите добро и распространяйте мир во всем мире. Когда мусульманин приветствует словами «Ассаляму алейкум», это не просто приветствие «Хай», «Салям», «Привет». Это молитва. Это сакральная молитва, когда человек желает счастья, как духовного, так и материального. И когда человек таким образом наилучшими пожеланиями дарит подарок. И в другом хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит о том, что если вы дарите друг другу подарки, то вы таким образом увеличиваете любовь и уважение к друг другу. Так вот, самый наилучший подарок, я бы, наверное, сказал, это молитва. Искренняя, от всего сердца молитва, пожелание счастья другому человеку – это самый большой подарок. Недавно у меня у товарища был день рождения, и когда его ничем не удивишь, но когда мы все собрались и вместе почитали молитву, он расплакался и сказал: «Это самый большой, самый ценный за всю мою жизнь подарок». И у него были действительно очень большие подарки, ценные подарки, но это самый ценный оказался. Так вот, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, что даря друг другу вот этот подарок, вы увеличиваете любовь, вы желаете счастья человеку и в то же самое время открываете дорогу счастья своему. И вот это маленькое действие, эта молитва, когда мы говорим «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху», оно вроде маленькое, незначительное, но впоследствии она дает большой подарок. Какой подарок? У каждого из нас появляется ключик, который открывает двери в рай, иншаллах. Осталось только применить, дорогие друзья. Давайте будем творить мир, будем распространять мир. И не нужно что-то глобальное, а нужно начинать с себя. С себя, с соседей, со своей семьи, со своих коллег. И искренне желая счастья, говоря «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху». Недавно наблюдал после молитвы по сунне, мы даем друг другу салям. И когда мы стояли с хазратами в чапанах, в чалме, то есть во всем одеянии,
один человек, увидев это, подошел чуть ли, смотря в глаза, улыбаясь, со всем почтением поздоровался, и видно было, что вот он прям от души здоровается. Но потом, увидев, как он здоровается с другими, я заметил, что буквально, когда у других людей не было чалмы и чапана, его лицо поменялось тут же. Там уже не было улыбки, не было доброжелательности, там было вот такое как бы формальное «Саляму алейкум» и дальше. И буквально через 5 человек стоял еще один человек, который также был еще более краше в чапане и чалме, и он опять поменялся в лице, начал улыбаться, нежно брать его за руку и говорить эту молитву. Это меня так удивило. И некоторые люди, к сожалению, разборчиво иногда кому-то желают счастья, а кому-то не совсем желают. Или абсолютно не желают, например. К сожалению, среди мусульман это тоже есть. Дорогие друзья, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит по поводу пожелания счастья и мира, и оно не должно быть избранным, оно должно быть всем. И тогда человек по-настоящему начинает чувствовать, как его сердце заполняется любовью. Ведь каждого человека полюбил Всевышний Аллах Тааля, сотворил в этот мир, отправил, и Аллах перед Всевышним этот человек, он очень ценен. Поэтому не забывайте об этом. И распространяйте салям в этом мире. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.